Упершыню книгу, выдадзеную на китайской мове, я убачил в Москве в 1975 году. Я только что поступил в литературный институт и зашел в гости до московской письменницы Лидии Алексеевны Обуховой. А Лидия Алексеевна Обухова, я научилась у Витебску, тема Беларуси, это ее родная тема. Скажем, про Витебск я написала книгу «Витбичи», а про мой родный Давыд городок у 1956 году я выпустила роман, який называется «Глыбінь городов». И вот гэтая книга была перакладзена недзе в году 1960 на китайскую мову. И когда я пришел в гости до Лидии Алексеевны Обуховой, я эту книгу убачил. Но я сам с Давыд городка, и я ведаю, что такое Давыд городок. Это бесконцые кветки, и Лидия Алексеевна в своем романе описала эти кветки. И я тогда испытался у нее, как вы думаете, китайский перакладчик, який працаваў над вашей книгой, относно Давыд городовских кветок, як ён, у якой тональности ён гэта все выканал. А Лидия Алексеевна сказала: Ленечка, не хвалюйся, Китай – это океан кветок, это та дзівосная краіна, якую я особисто успрымаю як простору цудоўных бясконцых кветок. И тому китайский литератор, який перакладаў мой роман «Глыбінь городов», ну просто помылиться не мог. Ён был докладный у кожным ритме, у кожным адценні твоих Давыд городовских реалий. Лидия Алексеевна гэткім чынам мяне супокоила и у мою душу, у мой характер вот унесла гэтую метафору, что Китай – гэта бясконцая простора кветок. И што б ни было, які над нами не проходили политичные вятры, политичные змены, по-ранейшему я про Китай думаю як про кветковую простору. И мне здаецца, что я не помыляюсь. Вот. Я рад, что я удзельнічаў у перакладзе книги поэзии Ли Хэ. И вот дзякуючы Олесю Каралюкевичу, дзякуючы цудоўным дзяўчаткам, якія от імя Олеся Каралюкевича прапанавалі мне гэтую работу, я збагаціў свою творчую спадчыну. Вот эти пераклады уже гучаць в моей душе, нібыта мои верши. Я выбачаюсь, что забираю шмат часу. Вот прогучала моя давыдгарадоцкая тема, и поскольку Давыд городок – это кветки, Китай – это кветки, коли ласка, послухайте такие верши. Свет широкий и великий, не короткий, долгий шлях, шли вандровные музыки по гарынских берегах, и як только залетали у Давыдов городов, заспевали, заиграли, кто на скрипце, кто в рожок, слава князю и дружине, слава месту, а яшчэ слава вечная гарыне, что до Припяти тячэ, со своей и Божьей ласки будем жить, городчуки, кветки, тое, что и краски, краски, тое, что и краски, струны звоном звучали, бо музыки песняры заспевали, заиграли на церковные горы. Кто заможный, той не бедный, сумовать нема калі. Девки з радзічаў прибегли, хлопцы з мельников пришли. Не покине нас надея, як и солнце на щите. Наша циния квітнее, наша сальвия пердея, наша кларкия виднее, ярко-шойсия желтее, аквилегия синее, хризантема золотея, агератум лиловея и петуния цвете. На Гарынским на Полесье век свой сеем огород. И на весну будем ездить с года в год.